Там налимище, просто налимище. Берем с хвоста. И вот так вот. В сачке. Там еще налим что-то есть, походу. Так, этого сюда. Там второй. Вот он второй. Щука. Вот Янцикадан. Вот это я понимаю улов. Всем доброго утра. Начинается новый день. 6 октября. Не знаю, как он пройдет дальше, но пока утро радует. Выходил на улицу, ветер прекратился, полный штиль. В принципе, не холодно. Не посмотрел, сколько градусов. Градусов 6-7, наверное, где-то примерно так. Всем доброго утра. В общем, подогрели остатки вчерашнего ужина. Перегрею. Горячо даже аккуратно. Это жареная рыба, гречка. Ничего, нормально. Кто-то может... у нас яйца были, можно было с яйца с сосисками. Ну ладно, найдем. Ничего страшного. Что будем сегодня делать? В первую очередь, конечно, надо проверить вчерашние непроверенные продольники. О, еще яичко. Еще и чесночек. Отличный завтрак. Организм получает все необходимое. Кроме этого, это еще очень вкусно. Ладно, друзья. День начинается. А как он будет продолжаться, мы, конечно же, это скоро увидим. Так, ну что, на улице рассвело. Мы по темноте еще поднялись на лодке и сплавляемся вот вдоль песчаной косы, которая по центру Печоры. Не видели ни одной утки. Перелета пока еще нет. Видать, на севере тепло. И уток нет от слова совсем. Вообще ни одна, даже серая не пролетела. Не говоря уже черный. А так обычно по темноте поднимаешься, выключаешь мотор и потихонечку сплавляешься вдоль песка. И они обычно вот летят вдоль береговой линии. И если не шевелиться и не ехать, они прямо налетают. Ну, бывает прямо на лодку, бывает метров 30-40, ну, на выстрел можно пострелять. Если хорошо стреляешь в лед, то можно неплохо добыть. Но это тогда, когда утка летит массово. Сейчас утки нет от слова совсем. Пока. Будем ждать морозов, которые ударят на севере, севернее нас, в тундре. Первую партию уже морозами толкнуло. Там была минусовая температура неплохая. Но там опять потеплело, и утка опять вернулась на север, получается. Но проверить это было надо, так что сейчас еще немножко сплавимся, пока окончательно не расцветет. И начнем. По пути проверим, наверное, продольники, да, тряханем? Ночь прошла, в принципе, есть надежда, что, возможно, может, что-то и клюнуло. Живцом мы с собой взяли. Начнем опять же с верхних, потому что это хотели снизу поехать. Ну ладно. В общем, проверим продольник, а там видом будет, что будем делать. Но сейчас пока минут 20 еще посплавляемся, потому что до конца еще не рассвело. И, возможно, может быть какая-то стайка, которая шуганут снизу или сверху пролетит. Будем ждать.
Так, ну что, сплавились мы до своих нижних продольников. Так мы больше уток и не видели. В общем, за все утро пролетело 4 утки. Вроде бы гоголя были, потому что с белыми крыльями. И пролетела верхом стая черков. Штук, наверное, 10-15. Что-то такое. Все. И больше ни одной утки вообще не было. И тишина. Нигде не стреляют, ничего. Перелета уток пока нет. В общем, прибыли на место к нижним продольникам, которые мы вчера не смогли проверить из-за большой волны и ветра. Делаем это сегодня. Поехали. Ромка тоже скучает уже. Говорит, скучно, ничего нет. Удочку в клеточку подняли. Вон 3 окуня вот таких вот красавца попалось напоследок. Просто теряем время. Рыба тоже не идет по одной. Это не дело. Вода пошла на спад, так что надо ждать подъема воды. Воды не будет рыбы. Может быть, из-за этого еще и налим тоже не попадает. Вода пошла на прибыль, пошел налим. Ну ладно, не будем говорить гоп заранее. Проверим, потом скажем. В прошлый раз при последней проверке здесь продольники, конечно, здесь обрадовали. И тут налим. Почти на каждом продольнике налимы были. Так, что-то у нас... Не понял. Низко. А что это? Что за фигня? Что-то все запутано. Так. А, это... О, господи, сколько этой хрени. Сколько этой хрени. Продольник утонул аж от этой хрени, блин. Вон. Ладно, это потом почистится. Что-то у нас есть, что ли, нет? Что-то он боком стоит как-то непонятно. Натяжка есть, но это, возможно, от тины. Не. Охренеть, столько тины. Столько тины. Ужас. Пусто, никого. Не знаю. Если на втором будет пусто, пожалуй, все-таки мы переставим. Ладно, сначала все проверим, потом будем решать, что делать. Так, что, прошел у нас второй, бля, продольник. Господи, можно свитер связать с этой тины, блин, наверное. Так, ладно, потом почистим, сначала проверим. Походу проверять здесь нечего. Что-то где-то под лодкой. Он засыпанный весь. Или что это? Ну. И вот тиной забила и засыпала полностью. Не, пусто. Будем переставлять это сейчас. Почищу. Переставим нафиг. Вернее, переедем, потом переставляем. Все-таки переставляем, потому что он один крючок только пустой. Приподним якорь. Мы его вот сейчас вот выше этих 3 вот сюда переставим. Так. Вот этот продольник нам прошлую проверку дал 2 налимов. Дал прекрасные секунды, когда друг за другом 2 налима. Ох, адреналину я хапнул, когда еще второй залезать не хотел. Залезай. Один вроде как дошел. Блин, за ним следом сразу второй. Вот он. Еще крупнее, блин. Что делать-то? Как их, блядь? Сачок-то не выдержит обоих, наверное. Да ёшкин ты кот.
Вот так. Да, твою мать. Опа. Оба два. Оба два Янцкадан. И потом после этого я поставил два продольника новых. Как бы вот на эти три продольника есть, конечно, большая надежда. Тина здесь должно быть меньше, по идее. Потому что продольник на камнях, а не на песке. Ну, естественно, значит, есть шанс на налима. Но шанс есть, но налима нету. Налима нет, живцы живые. И вот вопрос такой. Или налимы попались то, что на новом месте, или то, что был подъем воды. Нет, пусто. Пусто. Все живцы живые. Ой, на месте. Налима нет. Не знаю, вот две причины. Вода прибывала, налим был. Вода падает, налима нет. Все-таки, может, с прибытием воды он откуда-то шевельнулся с ям. Возможно. Но тины здесь меньше. Это уже хорошо. О! Глаз-то как покраснел. Такое ощущение, что кто-то его подсосал. Ладно. Тогда осталась надежда на два новых продольника. На новом месте они. Так, ну вот. Бутылка-толстушка. На тебя вся надежда. Вся надежда на эти два продольника. Они поставлены были... Так, вчера нет. Позавчера. На новом месте. Вся надежда на них. Не думал я после той удачной проверки, что будет так все пусто и печально. Ох, куда-то запутало. Это что? Что-то внизу. О, дритку удрит. Вот это налим. Там под лодкой. Здоровенный. Блин, под мотором. Сука. Так, все. Там налимище, просто налимище. Берем с хвоста. И вот так вот. С очки. Там еще налим что-то есть, походу. Так, этого сюда. Там второй. Вот он второй. Щука. Вот Янцкадан. Вот это я понимаю улов. Налимище, просто налимище. Берем с хвоста. Вот так вот. Кстати, там еще налим что-то есть, походу. Так, вот сюда. Вот он второй. Щука. Вот Янцкадан. Вот это я понимаю улов. Здорово. Хо-хо! Вот Янцкадан, и щука дошла. И налим. Друзья, вы представляете, мое чувство сейчас, мои ощущения, это просто супер кайф. Во-первых, налим килограмм на 5, наверное. И щука такая же, вон. Здоровенная щука, вон такая вот чуренция. Тогда такая же ушла. Чуть больше, наверное. Это, видишь, капроновую нитку не перекусила. Все-таки лучше капроновая нитка, чем леска. Вот такие вот два чудака. Щука даже больше, наверное, чем налим, да? Но судя по воде-то оказалось больше. Янцкадан, друзья, я просто счастлив.
Я же говорю, на новом месте продольники работают. Надо их просто переставлять, получается, да? Фух, не зря я переставил. Вот только ради этого стоит ловить живцов месяцами. Только ради этого стоит морозить сопли, чтобы получить вот эти 2-3 минуты кайфа, реального кайфа. Я не знаю, лучше. Это как, ну, сами знаете как. Здорово, круто. Вот такой вот налимничий. И вон такая щуренция. Вот такая щуренция, говорят. На Печоре щук нет. Теперь мы их аккуратно будем отцеплять. О, смотри, как слабо зацеплена была щука. О, сейчас мы ее как-то надо будет убрать. Ее хорошо, она может такой с лодки-то и выпрыгнуть еще. Все, дальше нету. Ну, если даже и выпрыгнет, вы ее видели. Но мы постараемся сделать так, чтобы она не выпрыгнула. Как-то ведро закрыть, вот это все, 30-ку. Не зря Рома принес 30-литровое ведро. Вот эти 2 рыбины, считай, пол 30-ки уже будет. Во! Друзья, на радостях не заметил. Налим с щукой отцепили, все в ведре. Ничего не убежало. Вон еще сломанный, здоровенный сломанный крючок. Получается, еще что-то было крупное, здоровое. И, к сожалению, сломало крючок. Так что на Печоре рыба есть. Ну вот, друзья, ближе к грузу. Вот заметил, веревка с перекусанным крючком. Получается, один крючок сломан, второй откушен. И здоровенный налим, и здоровенная щука еще попались. Получается, еще 2 крокодила здесь было, блин, здоровых. О, 3-й откусанный. Вон, еще 2 поводка откусанных. Ну, это, может быть, одна эта щука покусала все? Попадет, может, откусит, попадет, откусит. А тут она попала, видишь, не на веревку, а сбоку. Угол. Смогла откусить. И не смогла перекусить, да. Потому что крючок был у него вот здесь, вот с краю, немножко, еле зацепленный. На угол рта пасти этой зубастой. А 2 поводка вот откусанных просто. Так что капроновую нитку тоже перекусают. Ну и ладно. Спасибо и на этом. Представляю, 4 монстра бы тащили. Охренеть. Вот это да. Ну, сработало, и то хорошо. Значит, теперь мы знаем, какие делать продольники на осень. Так, ну вот и крайний продольник. Пол-литровочка. С запахом рыбацкого. Ну, здесь что-нибудь да должно быть. Во-первых, место новое, во-вторых, пол-литровочка. Настоящие рыбаки без рыбацкого на рыбалку не ходят. На сухую рыбка не клюет, это точно. Так, что у нас там? Опять где-то продольник снизу. Прицеплен, вот он как-то. Может, там налим лежит? Вот он туда идет. Может, устал болтаться. Опа, есть налим. Там еще что-то есть, еще налим. Блин, зацепился об крючок. Этот небольшой. Опа, ушел. Вот тебе и небольшой. Небольшой. Опа, ушел. Вот тебе и небольшой. И там еще что-то маленькое. Там вообще весь пакет. Все, классно. 2 налимчика опять. Еще 2 налимчика. Поменьше, но все равно приятно. Янцикадан. Окунь. Это окунь, оказывается, был.
Я думал, маленький налимчик. Вот еще какой окунь. А тут мельче крючок, он тоже еле-еле держался. Вот такой вот окушенций. И 2 налима. Этот мелкого без очка поймал, сошел. Но в лодке уже. Так что, друзья, все получилось. Оказывается, и на спаде воды тоже рыба ловится. Главное, оказывается, менять места. Вот эти 2 продольника, куда попало по 2 рыбы, были на новых местах. Сейчас мы 3-й продольник кинули на новое место. И на будущее будем менять места. Следующая проверка, если опять сработает так же, новое место сработает, значит будем переставлять продольники. Как-то вот так. Спасибо за внимание. Я просто счастлив. Еще 2 налима. Вот такие красавцы. Чернявенький. Смотри, какой чернявенький. Вон он какой негритосик. И буйный такой, блин. Вон какой буйный. Вот он какой буйный. Ох, ох, ох. Такого и не найдешь, блин. Смотри, длинный, прогонистый, блин. Чернокожий. Этот зеленый. Налимы тоже разные бывают. Грузишь? Ромка пытается загрузить мне видео, передать по WhatsApp. И сегодня, 6 октября, ну вы уже, наверное, посмотрели. Выйдет, вышел, был. Сделаем шортс. Потому что сейчас, в данный момент, ролики монтировать, загружать я не могу, так как на выезде. Все эти кадры вы увидите уже намного позже. Это где-то будет, я так думаю, в числах 20 октября, может быть. Может еще позже. Не знаю, как получится. Ну пока все, наживляем, отпускаем. Едем в избу. За это надо выпить. И никто не возражает. Ох. Ну вот теперь можно и пообедать. Начало есть. Улов отличный. Трофейная щука все-таки у нас попалась. Одна, как колобок, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А вторая, а от лисы не уйдешь. От коми рыбака не уйдешь. Не знаю, та эта щука, нет, та покрупнее была. Это килограмм 5, а та еще больше была, килограмм на 7, на 8. Это вот где-то вот такая, наверное. Ну вот такая вот. Ну вот эту фотографию, вот посмотрите, вот, ну. Килограмм 5 есть? Есть, да. А та была поболее такая. Ну, рыба, которая сходит, конечно, всегда она покрупнее, но я так думаю, вот теперь вот за это не можно, а нужно махануть рыбацкого набитка, чтобы удача не отвернулась в дальнейшем. Сегодня мне еще проверять. Вам наливать будете? Проверять еще. Сегодня еще не проверили продольники на верхнем участке, на среднем участке. И Сереги еще сами не проверили, потому что я думал, сегодня они приедут. Позвонил, сказали, сегодня еще пятница, рабочий день. Сегодня, говорит, нет, скорее всего, говорит, завтра приедем. Так что сегодня еще я проверяю, а завтра у меня рабочий день. Так что завтра будут проверять Серега с Аней. И свои, и мои. В общем, как-то вот так. Так что за отличный улов, за трофейных щук, за трофейных налимов. Удочки в клеточку подняли, смысла нет на них. Потом попозже перед ледоставом еще половим немножко, возможно. Может и нет, посмотрим. 6 октября на улице мошкара. Грызет, не просто кусает, она грызет. Было пропадала, и вот опять появилась. Север. Приятного аппетита и за прекрасный день, за трофейный щук. Все хорошо. Янцкадан. Янцкадан. Кружку подай.
Чувствуешь послевкусие морожки? Нет? Налей мне тоже. Куда? В этот, из-под термоса. Только там ягод будет поводить. Сегодня домой. В гости к нам опять приходит норка. Как-то мы здесь с Иваном Григорьевичем уже на летней рыбалке видели. У меня даже ролик есть, к нам пришла гостья, где я не просто видел ее, а запечатлел, даже снял на камеру. Она вот здесь вот пробежала и вниз. И сразу к лодке. Она до того хитрая, что может за ночь, если оставил ты ведро рыбы, перетаскать ведро рыбы. Если ты оставил уток, перетаскает всех уток нахрен, если ты не спрятал. Утка весит, да, килограмм. И норка полкилограмма. Тащит. Ты когда-нибудь видел? Видел когда-нибудь? Я не видел, но Серега рассказывал, что у них с бардачка она утащила уток. Несколько. Несколько. Ну. Я не помню, сколько это, у Сереги надо спросить. Я сам лично видел, как она рыбу ест. Так вот, я дохлых голянов, они же крупные, вот такие жирные. Штук десяток вчера, наверное, оставил в лодке. Думал, домой буду ехать. Отвезу собаке, ну, сварить кашку. Вместе с кашкой. Думаю, туману отвезу. Сегодня утром пошли. Следы на песке есть. Голянов нет. Сейчас я специально 2 голянов положил на песочек. Посмотрим, сейчас вот покушаем. Придем, возможно, их уже не будет. Как бы я знаю, что она здесь. Как-то позапрошлый год налима покусала. Скальп съела полностью, голову съела, а налим живой, прикинь. Без головы, страшный такой череп один, все, она всю морду обглодала. Мы тогда, у нас барабана этого не было. Мы просто на веревку привязывали и воду отпускали. То есть через жабры пропускали веревку и воду отпускали на веревке. На поводке, получается, налимов. Она, получается, водоплавающая тоже. Конечно, ныряет. Она, может быть, уже голянов села. Я вот пока по телефону болтал, слышу, что-то бултыхнул, к лодке подошел, но не увидел никого. Но вниз не стал спускаться, не смотрел на голянов. Ну, вчера видел по берегу, только не здесь, а Ну это на мы острове. вместе ехали. Ведь. На острове, ну, километра 2, наверное, выше. Можно, конечно, прихлопнуть ее, ну, пусть живет. Чайник, походу, кипит. Если была бы ценная шкурка, ну, сейчас, во-первых, рано еще. Если где-то через месяц, в ноябре, норковые шубы вон какие дорогие, а цена норковой шкурки копейки. Раньше она ценная была. Раньше белка была 3 рубля, горностай 10 рублей, а норка не помню сколько, но дорого. За лисью шкурку вообще что-то 90 рублей, что ли, мать моя отдавала на шапку или на воротник. Старыми деньгами. То есть 4 лисы, мотоцикл Минск. Вот я всегда так сравниваю. А сейчас кому нужна эта лисья шкура? Никому нахрен. Многие спрашивают, почему я не занимаюсь промыслом, типа куниц не ловлю, там белок. Смысл их ловить, если цена шкурки, грош цена, как говорится. Стоимость беличьей шкурки 50 рублей, а патрон стоит 60 рублей. То есть патрон стоит дороже, чем стоит беличья шкурка. Капканами ходить. Я понимаю, белка бы, ну, старыми деньгами, ну, 10 рублей. Ну, грубо говоря, бутылка водки, да? Да, 300 рублей. даже бы. 6 патронов. Ну, уже хотя бы оправдано было бы. Если бы была бы 300 рублей белка хотя бы, тогда можно было добывать. Скажем, куница не 2000, скажем, а 1010. Вот тогда был бы смысл, да, добывать их.
А сейчас я не вижу смысла их просто добывать. Пусть живут. Был в зоне действия сети, прочитал комментарий. Какая-то тетенька пишет. Как можно убивать бедных уточек? Они же братья наши меньшие. Мы же не с голоду пухнем. Что вы делаете? Вот такой вот комментарий был. На что я ответил. Я говорю, так еще подколол немножко. Говорю, слушай, говорю, старшая сестра Гоголя. Или что-то такое. Как раз Гоголи пролетели тогда. Я говорю, слушай, говорю, старшая сестра Гоголя. Ты когда курицу в магазине кушаешь, в супермаркете покупаешь, поверь, курица тоже жить хотела. Она не хотела умирать и быть и тобой съеденной, но ты же кушаешь эту курицу, которую купила в супермаркете, правильно? Кушаешь. Она тоже живая была. Даже еще хуже. Ее вырастили, а потом подло убили. То есть она уже доверяла людям, получается, ее кормили, а потом убили. Тут хоть я ее не растил, эту утку. Она сама выросла. Природа матушка, это во-первых. Во-вторых, дичь, что боровая, что водоплавающая, это Богом создано для того, чтобы для пропитания. Это сейчас модно стало для удовольствия рыбачить и охотиться. Рыбалка поймал, отпустил, спортивная рыбалка для интереса. Охота также там по тарелочкам, там еще там, ну, испокон веков, что рыбалка, что охота была для пропитания. Мои деды, мои отцы добывали эту рыбу, добывали этих уток для пропитания. Так что мы, несмотря, да, мы с голоду не пухнем, но лучше я съем эту утку чистую, экологически чистую, хотя сейчас и везде может быть экология нарушена, чем вот эту покупную курицу в супермаркете, которая хрен его знает чем напичкали, пенициллином, там, всякими антибиотиками, в котором гормоны роста, может быть, там сделали, чтобы они там выросли за 3-4 месяца 2-килограммовыми тушками. Нет уж, извольте, я буду есть природные, чистые, без всяких химикатов. А если вы хотите питаться курицей, ради бога. Родители, деды наши охотились, и мы будем охотиться. Это и дети наши будут охотиться, и внуки наши будут охотиться. Да! За это надо выпить еще. Обязательно. Ты, кстати, пока отлучался, 9 черных по тому берегу, прям, не знаю, метр как будто от воды так. Видишь? И без остановки, да, так просто вот обошли, прям поворотом, так как река идет, обошли, и все вдоль левого берега так. Вдоль песка? Да. Черная. Это вдоль, да? 9 штук. И главное, вообще, буквально, даже, мне кажется, Ну, это так и есть. метра не было от воды. И после этого лодка спустилась, да? Вот Нет. это. Нет, до этого. Да. Значит, надо поглядывать, может, сплавляться будут. Ну, я смотрю, вон, как раз у меня вон тут перешеек. Она, если не будет на севере заморозков, она так и будет идти потихоньку, потихоньку, потихоньку. Бывает такие года, что уходит. Массовая утка летит, когда на севере бабам, И заморозки. заморозки, северный ветер, и она попутно с северным ветром вся здесь вот идет. Мне очень интересно было, смотрю, так, ну, когда заметил, так еще слева заметил, летят, думаю, ну где-то даже должны сесть, как так низко летят. И как поворот был, весь поворот облетели аккуратно, так и уши ушали в зону, где я их уже не видел. Ну, на юг получается прямиком. Здесь, где позволяет река. Мне кажется, они никогда не видел, чтобы черная утка летела верхом. Я не знаю почему. Серая, да, летит верхом. А черная почему-то всегда по низу летит. А что им их прикалывает, это зигзаги реки, вот это вот нет бы напрямую, да? Не знаю. Может быть, и летят как-то ночью, я не знаю. И получается, ни разу не видел никогда черную на озерах, да? На больших бывает. Бывает? На здоровых. Вот где весной охотимся. На Пушкинском, наверное, бывает, потому что большое. На здоровых больших озерах, да. А на мелкие они даже пачкаться не будут на луговых озерах, таких на маленьких лужах.
Так что как-то вот так. Сейчас мы пообедаем. И что еще сегодня осталось? До отъезда домой у нас еще проверка продольников. Получится добыть утку? Хорошо, отлично. Нет? Проверим продольники и до темноты домой. Домой! Избушечка сегодня останется без никого, если никого в гости не будет. Может, кто-нибудь заезжие рыбачки. Завтра уже будем здесь. Как-то вот так. Ну что, мы кушаем. Приятного аппетита и вам, кто кушает. Встречаемся на реке. На проверке продольников. При поимке вот таких щук. Так, ну что, третья тройка игроков. Третья тройка, третья тройка, третья тройка. Что ж вы приуныли, продольнички? Веселее, веселее. Есть налим на Печоре, есть щука на Печоре. Что стесняться? Подходим по одному. Опа, что-то дергает. Что-то есть. И что-то похоже на налима. Есть налимчик, да. Рука еле достала. Вот так вот. Я же говорю, что приуныли-то, а? Там что, еще что ли есть? Вот так вот. Сошел, да? Фу. Янцкадан. Мне показалось, что он сошел. А нет, стоит на месте. Вот он. Так. Не забудем поблагодарить Бога. Янцкадан. Вот и еще один налим. Трешечка, не меньше. И вот этот где-то около килограмма, грамм 800 может быть. Так что отлично, да? Янцкадан. Во! Красавелла. Красавелла. Так. Второй пошел. Ну а здесь есть. Есть мой сопливый друг? Или нету? Или не сопливый? Или зубастый? Так, ну чё? Что-то какая-то натяжка есть. Это уже хорошо. Под мотором. Под мотором. Бляха-муха. Да ёшкин кот. Надо же такая. Так, с этим разобрались. Что у нас там? Окунь. Что-то натяжка не окуневая вроде как. Там дальше что-то второй окунь. О, мелкий налимчик здесь. Дрищ-пакет, его можно оставить для живца. Ох, смотри, сколько окуней влюхалось. Влюлюхалось. Так, у нас что, есть ведро? Достань, пожалуйста. Сюда, сюда вниз. Раз. Окунята какие красивые. Раз окунь. Я говорю, натяжка, смотри. Два окунь. Блин.
Красавцы вон, какие окунярики. 2 окунь. На каждом крючке 3 окунь. Три окунь. 4 окунь. Вот тебе и натяжка. Я еще думаю, откуда такая натяжка-то. 4 окунь. О, это не окунь. Это был маленький налимчик. Но кто-то его обсосал. Видишь, весь покусанный. Ну, Попал маленький налимчик, и дедушка его немножко поцеловал в засос. Ах, пойдешь, Джесси, тебе снямкает. Любит он это дело. Так, здесь у нас вон какой кабан, еще один. Вон какие окунярики попадают на налимовые крючки-то. А? выше чуть руки надо, наверное. Выше? Да-да, видно, наверное, видно. Должно видать. Видно ведь, да? Видно, говорят. Ай, у меня на пальцах живого места уже нет. Так. И что еще тут? Еще вон. Вон какая веточка. Ветка сирени упала на грудь. Налимчик ты наш, продольник, не забудь. Наш ты продольник, ты не забудь. Ветка сирени упала на грудь. Накрутили-то, накрутили. Ну вот, Янскадан. Не налим, так вон сколько. Этик куемнёль, вид ёкуш. 5 окушков и маленький налимчик. 2 маленьких налимчика, но этого я оставлю в качестве живца. Лок. Теле. Лок, шонгибан, лок. Опа. Опачки. Что-то здесь натяжки нет. Крючки крупные, гальяны озерные. Налим здесь не проплывал. Все на месте, ничего не засыпано. Странно. Ладно, у нас еще есть 3 продольничка на верхнем месте. Ай-яй-яй, иди сюда. Иди сюда. Вчера здесь никого не было. Или окушки были, да? Ну, налима что-то не было здесь. Посмотрим, что сегодня. Ну, тут, видишь, крючки мелкие. Тут надежды мало. Хотя попадал же на лиме. Щука попадала больше. Попадала, да перекусила. Посмотрим. Так. Ну, натяжки нет. Натяжки тоже. Что-то окунек дрыгает какой-то там. Мелочь пузатая. Мелочь пузатая. Дрыгает. Вон, один крючок пустой. Вот он. Вот он, окушарик. Смешарик, окушарик. Один. И все, походу. Нет, еще один.
Этот покрупнее чутка. Вот такой второй окушарик. Ну, не налим, так. Такие вот полосатики. Тоже нормально, чё. Зима длинная, так что всем найдется применение. Заглотил-то, заглотил, как взрослый, блин. Вот так вот. Вот. Дно ведра уже закрыли. И у нас еще 2 продольника. И раз. Чуть-чуть не успели продольники проверить, да? Ну, Коля уже сейчас подъедет. Он по-любому это он едет уже. Ромашку заберут у меня. Ромашка едет в гости. В гости к другу. Вместе учились, вместе служили. А? Служили не вместе ведь. Ну, в смысле, в одно время. В один год же призвались, вместе приехали. Да. Через неделю только. Так, что тут? Натяжка или это тина? Или это тина? Тины-то здесь хватает. В общем, походу никого. Вон, одна тина. Вот там тины поменьше было, а здесь ее просто валом. Один продольник остался непроверенным. Вон, Коля. Сейчас подъедет сюда. Пусто, пусто. Пусто, друзья, пусто. Так, у нас остается один единственный крайний продольник. И вот сейчас лодка. Махал уже? Нет. Ну, пару оборотов, значит, увидим. Ромашку забирают у меня. Один продольник последний проверю без Ромки. Ромка едет в гости. А завтра я буду ехать с работы, заберу Ромку обратно. И мы опять по новой увидимся. Скорее всего, переночуем в избе, если получится, да? Да. Так что прощаемся ненадолго. Провожаем Ромку, а у нас еще впереди проверка крайнего продольника. Как-то вот так. Здорово. Опа. Самогон куда? Это выгружается. Куда? Нам? Чемодан? Да. Опа. Черных не было, Коль? Черных нет, не видел. А, там 3 штуки летают, только я не понял, кто черный или кто, блядь. 3 уже осталось, там было 5, мы одну взяли, 4 оставалось, сейчас уже 3. Черная, да? Вот в чем неудобство-то, когда один проверяешь, это вот бегать по этой 7-метровой лодке. Туда-сюда, туда-сюда. Все, Ромашка поехал. Солнце спряталось за горизонт. Проверяем последний продольник. И на всех парах валим домой. Ромашка едет к другу, к Диме. 4 года вместе учились, жили в одной комнате. Димка, привет, Кузнецов.
Так. Вот так. Так, ну чё? Крайний продольник, на который у нас попадала крупная, самая крупная щука, и не дошла до лодки, перекусила леску. Ну, неудивительно, здесь у нас крючки небольшие, леска не толстая. В общем, весенний продольник. Весенние и осенние продольники, они в принципе должны быть разные, отличаться. Осенью уже целенаправленно ставишь продольники на налим, а там леска должна быть толще, что основная, что поводки, и крючки должны быть больше. Весной вот такой вот тины нету. Весной все по-другому. О, дергает окушарик, скорее всего. Да, это он. Второй вижу. Вот такой. Не, окунята добротные. Если ловить окуней, то да. На крупный крючок редко когда окунь попадает. Тем более на озера, на гальяна озерного. Вот он. Забыл поправить камеру. Вот такие вот окуня. Весной, да, весной ловится вся рыба, в основном язь, хариус, окунь, сик даже бывает. А осенью, если хочешь поймать налима, чтобы не отвлекаться вот на такую вот шушеру, ну как, вот такого окуня шушерой назвать, конечно, вот, отличный окунь, почти полкило весом, вот, ни много ни мало, а он сколько, ай-яй-яй, с десяток окуней, ну, надергали, и налимчик есть, и окунярики есть. Все. Так, ну этим делом мы сейчас займемся. Будем наживлять, отпускать. Последний продольник. И прежде чем этим займемся, сейчас скажу пару слов. Вот и подошел к концу еще один день, 6 октября. День мне понравился, день насыщенный. День запоминается яркими впечатлениями пойманной трофейной щуки, крупного налима. Вот этих же окушков, красавцев. Живцы есть, гальяны есть, продольники в воде. Значит, рыбалка еще будет. Так что надолго не прощаемся. Всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Она уже будет скоро. Завтра у меня рабочий день. Завтра забираю Ромку. И, скорее всего, должны успеть проверить продольники. И нас ожидает ночь в избе. Так что впереди все самое интересное. Всем пока. И не забывайте, друзья, не забывайте также смотреть ролики на канале Яндекс.Дзен. На канале Коми Рыбак, который на Яндекс.Дзене, вернее, правильно будет сказано. Там идут ролики каждый день в 17:00 часов. Тоже интересные, тоже насыщенные. Кто не смотрел на ютубе, милости просим на канал Яндекс.Дзен. Кто смотрел, можно повторно посмотреть, это тоже очень интересно. Все, теперь все. Всем спасибо за внимание, всем пока.